Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Очень насыщенная была предыдущая неделя. Собственно говоря, мы об этом будем говорить. Там много событий происходило, как во внешней, так и во внутренней политике. И сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Добрый день. Да, проблема с бензином, с топливом, которая охватила Абхазию, не только Абхазию, Россию, лихорадит от дефицита бензина. И вот сегодня я заправился по 110 рублей за литр, да, то есть тебя можно поздравить. Да, 2-3 недели назад это казалось, как бы, наверное, что-то неестественным казалось. Может, да? ты сохранишь бензин через неделю за 150 продаж. Да, но вот так получилось, да, заправился и счастлив, да, тут много для счастья, оказывается, не нужно. И в этом контексте, конечно же, много всяких разговоров по поводу там этот дефицит, какая-то часть дефицита была как бы возмещена за счет поставок из Грузии. Да. Естественно, это вот такое никакая не гуманитарная помощь, чистой воды бизнес, но тем не менее куча всяких разговоров. Кстати говоря, я так на глаз так посмотрел, кто что говорил. Официально абхазская власть сказала, что, как бы констатировала этот дефицит и сказала, что она препятствовать не будет. В Грузии власти сказали, что грузинская власть к этому отношения не имеет, это чистый бизнес. Тем не менее, в самом Грузии... тоже сказали, что не будут этому препятствовать. Да, как бы препятствовать не будут, да. У нас часть общества, как бы, она хронически вообще против любых контактов вот в этом плане с Грузией. С другой стороны, вот по мне, знаете, контакт контакту рознь, да, когда вся экономика твоя стоит из-за отсутствия бензина, да, в разгар курортного сезона, и у тебя появляется возможность приобрести этот бензин в Грузии, то, мне кажется, здесь нужно как бы ставить все-таки, что важнее, да, то есть вот какие-то условности или то, что у тебя, что вот отсутствие бензина, оно бьет прежде всего по безопасности страны, мне кажется, это вот как бы самое главное. С другой стороны, в Грузии тоже скандал, как бы, то есть там тоже недовольны тем, что в Абхазию бензин продают. И там это разворачивает под соусом, что этот бензин идет непосредственно на российские военные базы. То есть такая тоже глупость, в которую с удовольствием многие там верят. Тем не менее, вот такого рода ситуация. И исходя из того, что происходит там с нефтеперерабатывающими заводами в России, перспектива, она, конечно же, пока этот кризис, как бы концовка этого кризиса, она вот в ближайшей перспективе никак не просматривается. Вот вообще, как ты смотришь на всю эту ситуацию с этим топливом, со всеми этими поставками из Грузии и так далее? Я думаю, что мы с тобой в течение долгих лет с завидной регулярностью говорили о необходимости поиска и расширения контактов в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, говорили о развитии приграничной торговли, о легализации торговых отношений. Так что было бы странно, если бы сейчас я сказал, что я против этих поставок, потому что, если говорить о политической составляющей наших отношений, несмотря на это, у нас существуют довольно плодотворные отношения в области энергетики. И чего скрывать, на нашем рынке очень много грузинской сельхозпродукции. То есть это может сказать, что произошло расширение номенклатуры. Несмотря на то, что
и абхазская, и грузинская представители, и грузинской, абхазской власти, они говорят о том, что они там не препятствуют, это связано там с гуманитарными, с другими вопросами. Даже у нас сказали, конечно, что это из Грузии бензин. Даже придумали такой термин «бензин из альтернативных источников». Да, так выглядит, что на Западе мы граничим с Россией, а на Востоке с альтернативными источниками. Да. Вот. Даже может быть такой политологический термин локального применения можно уже использовать. Вот. Прошли абхазо-альтернативные переговоры. Да. Но если уйти от шуток, вот. Я думаю, что это все-таки позитивный шаг. Вот. Когда мы с тобой об этом говорили, мы именно подходили к тому, что нужна деэскалация наших отношений. Очень много пропаганды, очень много языка ненависти во всем этом. Вот. А такие шаги, они все-таки формируют климат доверия. Это нельзя отрицать. Вот. Просто другое дело, во что его будет носить разовый характер, будет во что-то это спроецировано дальше, во что-то, какие-то большие решения в других сферах. Это время покажет. Вот. Ну, естественно, но мы видим, что, кстати, с абхазской стороны, да, реакция тоже неоднозначная, но основные наши политические игроки, они не использовали эту ситуацию для каких-то осуждающих абхазское руководство заявлений. Вот, потому что мы знаем, что из оппозиционной среды тоже звучали не раз заявления о необходимости переговорного процесса с Грузией. Вот, то есть в этом смысле существует какой-то консенсус. Другая ситуация, конечно, в Грузии. Во-первых, там более острые внутриполитические отношения. Там сажают. Ну, вообще, да. Вообще, но если мы возьмем исток, даже к истокам конфликта придем, вооруженного, вот, я думаю, что все-таки начать вооруженный конфликт в том числе побудили внутриполитические обстоятельства. Вот тот нелегитимный режим Госсовета, который тогда был, вот, он же держался фактически на силе путем подавления сторонников свергнутого президента Гамсахурдия. Там они и рейды совершали кровавые на территорию Западной Грузии. Очень была такая для них шаткая ситуация. И они перенесли, что называется, центр вот этого обострения в Абхазию, чтобы решить свои внутриполитические задачи. Но контроль над Абхазией они потеряли, но надо признать, что вопрос сохранения у власти режим Шеварднадзе тогда решил. Вот такая была цена. И сейчас абхазский конфликт, грузино-абхазский конфликт, он используется прежде всего во внутриполитических целях. Вот мы видели, как оживился находящийся в заключении президент бывший Саакашвили. Вообще это похоже с его подачи. Он спровоцировал вот эту волну. Вот, у него много сторонников. Вот. Фактически это он дал отмашку на вот разжигание вот этого кризиса вокруг поставок бензина в Абхазию. То есть на это я смотрю как на акт внутриполитической борьбы. Вот. Но насколько хватит нервов и терпения у действующих властей, это тоже время покажет. Вот. Что касается спектра оппозиционного, он, конечно, разнородный. Вот. Даже если вот представить себе ситуацию, что, допустим, в Грузии произошла смена власти. Но, наверное, было бы наивно ожидать, что к власти в Грузии придут либералы. Потому что, судя по тому климату, который создается
в информационном пространстве. Есть большая угроза, что популисты, шовинисты придут к власти. Вот, с которыми нам гораздо сложнее будет иметь дело. И грузинскому обществу, конечно, будет сложнее. Вот. Но такая угроза, она абсолютно не нулевая. Вот. Поэтому тут вопрос. Опять мы можем стать фактором такой агрессивной внутриполитической пропаганды. Вот это мы должны учитывать. И есть другой момент, что касается нас, собственно. Мы, конечно, должны диверсифицировать все риски с поставками топлива. У нас должны быть разные источники. Ну, потому что, допустим, если представить, что монопольным источником поставок, допустим, топлива станет грузинская сторона, ну, вы понимаете, что это становится рычагом экономического влияния. Да. Да, то есть это мы должны... У нас должна быть очень гибкая политика из разных источников. Из территории Грузии, из территории России. Другие источники надо искать, поставок. Ну, как прежде, там Румыния была, да, Болгария. Да, вот эти все возможности надо изыскивать. И вообще надо привыкать к мысли, что, к сожалению, стабильное время, оно... Похоже, стабильно в экономическом смысле, в смысле поставок, ну, поступления финансов и так далее, оно, по-моему, осталось за плечами. Вот. И и наши власти, и политические круги, они должны быть готовы ко всяким неординарным шагам, каким-то новым, неожиданным вызовам. Просто нужно понимать, что мы живем в такое время. Оно лучше не становится. Не быть. Да, в этом смысле, мне кажется, вот эти вот наметившиеся какие-то контакты с грузинской стороной, все-таки нужно попытаться перевести в область политической разрядки тоже. Вот. Мне кажется, там есть с кем разговаривать в Грузии. Просто еще беда в том, что грузинское законодательство об оккупированных территориях, оно запрещает самой Грузии вести переговоры с Абхазией. Как в этом случае наши отношения сводятся к обмену взаимных претензий через публичную сферу. Вот. Даже вот это вот решение по бензину, вот я представляю себе, если такая ситуация была бы в период существования Координационного совета до 2008 года, но я думаю, что не вызывало бы таких потрясений. Две стороны сели бы, договорились, подписали бы протокол, поставили бы подписи там международные представители, как это делали ООН там, и прочие. И это была бы двусторонняя договоренность. И никаких вопросов ни с той, ни с другой стороны ни у кого бы не возникало. Поэтому, еще раз я говорю, нам нужно подумать, как реанимировать полноценный переговорный формат, где есть две стороны. Потому что мы будем все время сталкиваться, и нам придется их в ручном режиме эти вопросы решать. Тема грузинская, она достаточно насыщена была вообще вот последние дни. Я не знаю, может, возможно, это вот связано с очередной годовщиной начала войны, да, и так далее, или событиями там, 8 августа там, войны. Но, тем не менее, да, вот эта дискуссия вокруг конфликта в Грузии, она как бы находится, такое ощущение, в таком тренде. Не самом главном тренде, но, тем не менее, вот как бы на слуху находится. И бывший госминистр Грузии Гия Барамидзе дал интервью одному YouTube-каналу грузинскому, и где в этом интервью он как бы заявил о том, что во время войны он был участником с грузинской стороны комиссии по обмену там, пленными, беженцами и так далее, по поиску пропавших без вести, то есть с грузинской стороны там, вместе там, с Пакой Закаришвили он занимался этим, с нашей стороны там Беслан Кубахия был. Ну вот как бы я как бы объясняю, кем он был во время войны. Да. И он заявил о том, что во время войны
грузины фактически не брали, ну, то есть пленных не могли поменять с абхазцами кого-то, потому что у них ресурса пленных не было, потому что фактически пленных они расстреливали, абхазцев. Угу. Естественно, в Грузии поднялся скандал, и вообще была очень интересная реакция со стороны грузинских властей. Она завела на Барамидзе уголовное дело по статье «Государственная измена». Угу. То есть не по статье, там, допустим, клевета, да? Да. То есть статья, уголовная статья. Потому что он был должностным лицом, которое обладало соответствующей информацией. И он эту информацию, которая была закрытая, он ее представил в открытом режиме. Поэтому... Но, с другой стороны, это означает, что они все-таки признают, что это все скрывается. Да, но если вот сейчас... Но я вижу здесь как бы другую возможность все-таки, знаешь, война и то, что происходило во время войны, как она начиналась, как она развивалась, как закончилась и так далее, она постоянно в грузинском сообществе, она становится предметом некой конъюнктуры политической, внутриполитической конъюнктуры, не только внутриполитической, но и ориентированной на внешние круги. И очень сильно, если ты помнишь, там она начиналась как грузино-абхазская, а потом сейчас они отрицают, что это грузино-абхазский конфликт, они там считают, что это конфликт с Грузией, абхазцы там где-то... С Россией, да, абхазы там где-то постольку-поскольку, короче. Но вот это признание, оно фактически может быть стать неким стартом для того, чтобы они внутри разобрались в своих тех и в самих причинах войны и признали вообще, что же они в конце концов натворили. Если говорить о какой-то фактологии, ну вот сейчас я могу с десяток имен назвать, которые попали в плен и которые были расстреляны абхазцы. Вот сейчас, допустим, в августе, в самом начале войны, там Олег Ашба был в плен взят и расстрелян, там братья Акертавцы, Саша Мирзаян, там Амич, и многих, которые попадали в плен, как бы демонстративно, прямо на похоронах каких-то грузинских воинов, их там расстреливали. То есть такие факты были. У нас, слава богу, все это задокументировано, там есть и белая книга, и Генпрокуратура в свое время все это фиксировала и так далее. И если в грузинском обществе хотят разобраться, что и как было, да, то есть эти документы, в принципе, ничего не стоит показать. Там имена, фамилии, когда их взяли в плен, когда расстреляли, все это задокументировано. И я думаю, вот это стало бы, наверное, такой отправной точкой к какому-то поиску разрешения, наверное, конфликта. Понятно, что конфликт слишком глобален, но нужны какие-то шаги, если они хотят разобраться, от чего там произошла эта война и как она проистекала, то, наверное, надо с этого начать. Тем более, вот есть признание высокопоставленного грузинского чиновника, который занимался конкретно проблемой пропавших без вести, обменом военнопленными и так далее. Пусть расследуют. Мне кажется, это очень важно. И еще есть одно интервью, которое вот сейчас в самом грузинском обществе также активно обсуждается. Это интервью Ники Гварамя. Это бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиции. Там отсидел, сейчас он на свободе. И вот он, кстати, бывший сухумец, и он как бы говорит, что грузинское общество слишком как бы много говорит ушло в воспоминания, да, вот о том, вот какая Абхазия была, и о том, что они ее потеряли и так далее. И нужно все-таки им отказаться от этого инструментария и больше сконцентрироваться на будущем, да, то есть говорить о том, что там может быть в будущем, чем вот как бы все время там копошиться в прошлом.
мне кажется, это очень важный как бы такой посыл. Другой вопрос, что он там представляет, как это там дальше будет развиваться, но тем не менее, если он говорит о том, что нужно там абхазам показать, ну, он как бы со своей точки зрения, там он говорит, вот абхазам надо показать, что вот движение к Евросоюзу, и что в Евросоюзе им будет там комфортно. Я думаю, первые шаги начинаются с того, что доверие, да, если речь идет о доверии, то, наверное, опять же, вот этот злосчастный закон об оккупации, который нас во всем ограничивает, да, и вот, наверное, вот это надо снимать. Если вы хотите, с другой стороны, там... В то же время он сказал, он резко раскритиковал идею поставок вот этого топлива на территорию. Ну, вот нет этого цельного подхода. Потому что это все, на мой взгляд, по большей части, это... внутриполитический это дискурс. Просто там Абхазия для эмоционального накала используется. Вот. Это что касается заявления Гварами. Я еще раз говорю, по одному заявлению делать далеко идущие выводы, я думаю, не стоит никому. Вот. Надо посмотреть, как будет развиваться там настроение. Вот. Что касается Барамидзе заявлений, ну, для нас же здесь ничего нового нет. Абсолютно. Ну, понимаешь, стороны в любом вооруженном конфликте, они, конечно, живут в рамках такого мифа, что, ну, во всяком случае, миф носит публичный характер, публичная пропаганда, имею в виду, что воевали вот на твоей стороне одни Айвенго и Бояр. В белых перчатках, да, остальные Айвенго и Бояр. Коварные враги. Да, в другой стороне какие-то варвары. Вот. На самом деле, ну, мне кажется, для того, чтобы найти путь разобраться в этой проблеме, всегда, при всей сложности отношений, которые у нас были с грузинами до войны, политические отношения. Кстати, на таком особенном, на бытовом уровне это не особо проявлялось. Вот. На политическом – да, потому что разные были проекты национальные. Вот. Всегда лежит первая ответственность на том, кто сделал моральный выбор в пользу применения насилия. Если эта сторона пошла на этот моральный выбор, ну, надо предположить, что в первую очередь от нее и будут исходить и военные какие-то вот такого сорта нарушения, о которых говорил Барамидзе. Потому что ну, это же они же не просто так регулярные части в Абхазию ввели. Это люди, которые, их руки были по локоть в крови, жители Мигрелии, где они подавляли звеодистов самым зверским образом. Вот. Они уже были опытны, поднаторевшие в этих делах. И в незаконных задержаниях, и в арестах. Это они все везде, там натренировались. Вот. И, естественно, для них это поведение было естественное. Для жителей Абхазии это был шок, конечно. Причем, кстати, не только для абхазов, и для грузин тоже. Потому что они не могли поверить, что их соплеменники способны на такие шаги. Ну, потому что с каким бэкграундом эти люди были, известно. И руководители этого всего процесса, уголовные преступники. Вот. И участники непосредственные. Они же были активистами в этом деле. Вот. Потом, конечно, когда конфликт расширяется, разгорается, естественно, будут и нарушения и со всех сторон. Здесь, наверное, наивно представлять, что здесь абхазы люди такого сорта, что подставят другую щеку. Да, это совершенно другая ситуация. Это надо понять, что преступления совершались с обеих сторон. Но ответственность за начало этого процесса лежит на том, кто это начал. И методика. И зачем прятать голову в песок? Какая была методика, известна не только по Абхазии, еще раз говорю. Это известно хорошо и потому, что происходило, собственно, на территории Грузии. Понятно, что сейчас это
в силу внутриполитических проблем в Грузии, эту тему хотят под ковер замести. Потому что я вот практически не вижу в каком-то публичном дискурсе о том, что происходило в Западной Грузии накануне грузино-абхазского конфликта. Это вообще на эту тему наложено табу. По понятным причинам. Никто не хочет эти травмы бередить. Вот, и так много проблем в обществе. Но это надо учитывать, потому что рано или поздно все равно история, она всегда будет возвращаться в самых каких-то своих темных проявлениях, если мы ее будем изучать в каком-то отбеленном таком виде. Вот, мы должны в полной мере эту историю знать. Вот. Ну, что касается, пожалуй, это все, наверное, что я по этому поводу хотел сказать. Да, у нас очень тяжелый фон, конечно. И все-таки есть иногда проблески того, что люди пытаются с другой стороны посмотреть на проблему. Это и с властной стороны происходит. Вот мы же не можем, допустим, выступает премьер-министр Грузии Кобахидзе. Мы же, наверное, не ожидаем, что он нам скажет, что какие молодцы, мы независимость хотим признать Абхазии и так далее. Но у него там прозвучала фраза о восстановлении мер доверия. Это очень важный шаг. Появляются изредка какие-то статьи, которые дают более-менее объективный взгляд и на историю наших взаимоотношений с древних времен, и по поводу вот этой пресловутой отравляющей мозги уже многих поколений лженаучной теории Инга Роква. Грузины тоже пишут. Конечно, это на фоне вот этого всего погромных всяких там писаний редко, но все-таки это появляется. То есть какие-то проблески надежды в этом смысле есть, что произойдет осознание. Нам тоже какие-то свои нужно сделать выводы вот, по нашей политике. Вот, допустим, по Гальскому району. Это необходимо нам будет сделать. Но, понимаешь, трудно на таком уровне доверия, как у нас сейчас, любой шаг навстречу воспринимается как создание с необоснованных преимуществ для оппонентов. Вот. Поэтому я не верю в какие-то большие решения. Вот. Даже не считаю продуктивным обсуждать какие-то большие вопросы. А вот такие точечные вещи, связанные с транспортом, связью, гуманитарными вопросами, пересечение в ту и другую сторону границы людьми и грузами, мне кажется, это как раз способствовало бы созданию базовых каких-то условий для диалога. Перейдем на другую тему. Она касается вопроса деизоляции Абхазии. Да. И в Турции набирает обороты кампания по деизоляции Абхазии, которая включает в себя признание абхазских паспортов в качестве документов для передвижения, с одной стороны. С другой стороны, кампания, другой частью кампании является открытие коммуникации, прямых коммуникаций между Турцией и Абхазией, которые, собственно говоря, были сразу же после окончания войны. Какой-то период они действовали, то есть люди могли переезжать, пассажирские там катера ходили. Это потом было прервано, но тем не менее вот сейчас вот такая кампания разворачивается. Сперва это была инициативой частных лиц, гражданского сектора, из абхазов и адыгов. И потом эта инициатива уже переросла в том, что 8 политических партий, представленных в турецком парламенте, они выступили единым фронтом и заявили о том, что необходимо деизолировать Абхазию. У нас
как бы, ну, к этой идее, как бы сперва в начале весьма ревностно отнеслась конфедерация абхазских сообщества Турции, Абхазфед, да, сказав, что вот это движение, оно как бы не имело права, то есть мы должны были быть авторами этим, то есть этой идеи, ну вот такая какая-то ревность непонятная абсолютно появилась. Правда, потом после того, как здесь уже абхазское общество заявило громко о том, что поддержало, и там МИД наш заявил, и некая коррекция произошла, и там встретились эти представители инициативной группы, и как бы члены Абхазфеда встретились и уже пришли к единому мнению, что вот такого рода движение консолидированное необходимо по деизоляции. Вообще, как ты смотришь вообще на эту перспективу? С одной стороны, там, конечно, это 8 партий, и все они оппозиционного толка. Там, да, там от левых, правых, там разный спектр этих политических организаций. Насколько это перспективно? Насколько это может быть неким элементом внутриполитической турецкой борьбы, там, борьбы за голоса избирателей, в частности, там, абхазов, адыгов, там их суммарно по разным оценкам до 4 миллионов, там, в преддверии там, парламентских выборов, говорят, там, досрочных президентских выборов, ну, там, как бы своя специфика. Насколько вот это является, вот, по твоему мнению, чисто таким внутренним? Или это действительно реально есть возможность вот как-то как бы это движение перевести на более такое дать ему более широкие движения, да, там сперва от гражданского сектора, там пошло, там оппозиция подхватила. Может ли там, допустим, действительно Анкара пойти на такого рода шаги, как деизолировать Абхазию, то есть признать абхазские паспорта, открыть сообщение морское? Ну, естественно, я эту инициативу поддержал, вот, как и ты, и многие другие. Глупо было бы не поддержать. Да, многие наши. При этом, понимаешь, что у нас, к сожалению, вот последние десятилетия, даже десятилетия, я бы сказал, идет очевидная деградация экспертной и общественной работы вообще. По всем направлениям, по турецкому в том числе. Вот. Я внимательно прочитал то, что написал Эльчин Адзенбу. К счастью, у нас есть эксперты такого высокого уровня, которые разбираются и во внутриполитической турецкой кухне. Мы должны в своей работе учитывать то, что он сказал. Вот, потому что там могут быть какие-то свои подводные камни. Но, вы понимаете, в политике так не бывает, что вот все со знаком плюс или все со знаком минус. Это постоянная борьба. Она вот призвала к расширению круга людей, с которыми нужно работать. Потому что решения по столь значимому вопросу, кулуарные они будут или какие-то официально озвученные, они принимаются в правительственных коридорах. Вот. Чтобы это не выглядело как фактор внутриполитической какой-то конкуренции в Турции. Да. Вот об этом она, кстати, предупредила. Мы это должны иметь в виду. Вот еще раз, возвращаясь к реакции нашего общества. Она, конечно, вот такая, как напоминает бенгальский огонь. Вот что-то произошло такое реактивное, мы сразу вспыхнули, потом раз и утухли, и забыли. И утухло, и забыли, и прошло. А через полгода никто и не вспомнит. В этом беда. Мне кажется, все-таки у нас есть же какие-то общественные организации, профильные учреждения, которые на государственные деньги существуют. Вот у нас раньше периодически проходили какие-то конференции, в том числе по правовым вопросам, где обсуждалось, как вот наше положение с точки зрения международного права.
как вот ограничены мы в своих правах, в свободе перемещения, в других вопросах. Вот, в вопросах образования. В международной политике существует только то, что есть в информационном пространстве. Если мы ничего сами не говорим, слава богу, наша группа нашлась турецких абхазов, которые эту тему подняли. Но она же, эта инициатива, в первую очередь, наверное, отсюда. И у них нет такой непосредственной проблемы, чтобы их деизолировали. У них паспорта, позволяющие свободно перемещаться по миру. Вот. Отсюда никакой инициативы не проистекает. Ну, вот в качестве предложения, можно же провести научную конференцию, научно какую-то, которая будет иметь еще общественный какой-то резонанс, где будет описано, в каком история, во-первых, вопроса описана, как вот происходило вот это закручивание гаек, каким нормам международного права это противоречит, каким последствиям это ведет. Даже если отвлечься, даже вот если о грузинской стороне говорить, вот, если, как это нетрудно, если отвлечься от их внутриполитических противостояний, деизоляция Абхазии, она их интересам тоже не противоречит. Вот. Но не всегда, всегда оттуда создаются препятствия. Вот и переговоры, мы вели переговоры, допустим, с одного на другое чуть перекидываюсь, переговоры после вооруженного конфликта вели, подписали документы о неприменении силы, о миротворческих силах, о возвращении, порядке возвращения беженцев. Потом сказали, что это нас не устраивает, это очень медленное возвращение. Сейчас сотрясают воздух, что вот 300 тысяч беженцев. Хотя в Абхазии столько не жило. 243 тысячи по И мы вернули в Гальский район порядка 50 тысяч беженцев. Вот. Но все равно это, видимо, цифра круглая. Вот. То есть тогда разрушили... Потом были у нас переговоры о конфедеративных отношениях. Союзная, общая, там разная терминология использовалась. 97-98 год, вплоть до майских событий. Опять внутриполитические обстоятельства в Грузии все время. В итоге кто от этого выиграл? Ни беженцы не выиграли, ни общество грузинское не выиграло. То же самое касается этого вопроса. Я бы, честно говоря, считал бы рациональным, если бы грузинская сторона не препятствовала вопросу деизоляции Абхазии. Потому что это тоже можно рассматривать в пакете укрепления миродоверия. Вот. Что касается Анкары, это гораздо было бы легче, естественно, это любому понятно, что если бы грузинская сторона сказала, что не возражает, это было бы легче решалось. А так, естественно, трудно предсказать, сколько это времени займет и принесет ли какие-либо результаты. Само по себе то, что есть активность и нашего общества, и наших соотечественников вокруг этого важного дела, оно само по себе это уже является результатом. Понимаешь? Вне зависимости, будут наши паспорта в Турции признаны или нет, значит, общество задумывается о своих перспективах, моделирует как-то свое будущее. Это, значит, живое общество. Это же не единственная проблема. У нас полно других проблем. Вот. Просто, иногда, вот вспоминаешь, как это у нас происходило в 90-е, начале 2000-х годов, какая была живая реакция, инициативная такая позиция разных людей, организаций. Сейчас как будто это какое-то такое застывшее болото. Иногда что-то там оттуда вырывается. Вот в таком состоянии невозможно добиться никаких результатов. И по всем фронтам, по всем направлениям надо работать. Где-то выстрелит, где-то нет. Точно можно сказать, если ничего не делать, ничего и не будет работать. Вот видишь, жизнь заставила заниматься вопросами топлива, допустим. Так? Вот. У нас таких вызовов будет много. И придется этим заниматься. Если ты назвался груздем, полезай в кузов. Мы же сказали, что мы независимое государство, так? А независимое – это не просто набор законодательных актов и политических деклараций.
Это деятельность. Наполнение вот этих Да, это деятельность, да, но это вообще творческий процесс. Если у нации нет этого творческого процесса, она начинает выцветать, блекнуть, что мы, потом растворяться. К сожалению, мы это и наблюдаем. И мы про абхазский язык с тобой говорили. Вот. Хорошо, что есть активность. Даст это что-то, не даст, тоже я не знаю. Вот. Но живое должно быть общество. Никто о нас не позаботится, если мы не будем подавать признаков жизни. Вот что хотел сказать. В любом случае, в наше неспокойное время, да не только в неспокойное время, в любое время, спокойное, неспокойное, должны быть какие-то четкие планы на будущее. И причем несколько вариантов по вообще любым направлениям, когда должен быть план А, план Б, план В, некое моделирование ситуации и так далее. То есть, я вот исхожу опять же с этого бензинового кризиса, когда у нас при Аслане Бжане вдруг решили, что у нас необходимо этот топливный рынок весь отдать в одни руки, нужно было думать и об этих последствиях. Как все это отобразится. Не только в том, что наши автозаправочные станции будут такие красивые, ухоженные и так далее. Но когда на этих автозаправочных станциях нет бензина, это самая главная проблема. Да? То есть, мне кажется, отсутствие вот такого глубокого анализа, отсутствие прагматичного, реально прагматичного плана. Ты понимаешь, что я считаю, что люди же, мы же с тобой не во всех областях специалисты, правда же? Нет, конечно. Бензиновый я не специалист. И в этих монополиях всех так далее. Но есть механизмы. Надо просто привлекать экспертное сообщество там, где мы не разбираемся. Давать публичное звучание проблемы. Но многие вещи, я вижу, делаются, но у них нету грамотного публичного сопровождения. Поэтому у людей недопонимание. Астамор, для того, чтобы вот у тебя есть деньги, да, вот ни один здравомыслящий бизнесмен не скажет тебе, что все свои деньги нужно положить в один конкретный банк. Да-да. Он его раскладывает по разным банкам. Такие случаи в истории человечества чего только не было. Иначе не было бы банкротства. Да, но вот я и к этому и веду, к тому, что когда у нас, собственно говоря, нет своей нефти, там нефть где-то она может и лежит, но нет ни переработки, нет ни добычи, ничего, и мы, в общем-то, этот бензин закупаем. И когда ты закупаешь этот бензин, все-таки должны быть разные источники. Мы сейчас по кругу с тобой пошли. Да, по кругу. Я с тобой согласен, да, поэтому мы говорили о диверсификации. Вот на этом мы, собственно говоря, и завершим наш разговор на том, что Астамор согласен. У кого что болит, да. А я не езжу за рулем. Поэтому я езжу, сейчас вот как-то так получилось, что не только я, наверное, большинство водителей абхазских, они вечером ложатся с мыслью, где заправиться, завтра заправиться, где найти этот бензин. И утром они с такой же мыслью встают. И я думаю, у государства это должна быть самая последняя проблема в реальности, когда ее граждане, основная их мысль заключается в том, как достать бензин. В общем, чтобы у нас таких проблем не было, я буду закругляться. Астамор, большое спасибо. Спасибо, всего доброго. Да будет свет. До свидания.